Блуждавшая 10 дней по якутской тайге девочка Карина идет на поправку. Напомним, ребенок пропал 29 июля в лесу близ села Аулом Алекминского улуса. Масштабные поиски Карины накануне увенчались грандиозным успехом. Эксклюзивные кадры из зоны поиска и история, которую запомнит вся Якутия, в репортаже нашего специального корреспондента Афанасия Николаева. Мы прибыли в зону поисковых работ вместе с усилением спасателей на третий день поисков. К тому времени в районе поселения Аулом 5 спасателей, волонтеры и беспилотники. Буквально с первых минут стала понятна вся сложность поисков. Очень густая растительность практически сводила на нет поиск с воздуха. А обилие хищников и очень холодные ночи оставляли мало шансов найти девочку живой. Как рассказывает бабушка Карины, Тамара Николаевна Тарасова, девочка никогда далеко не уходила от дома и всегда боялась реки и леса. В утро пропажи девочки все было как всегда. Карина позавтракала, оделась и вышла поиграть. Направляющий будет те, кто по правой стороне пойдет, левый направляющий. Те, кто по левой стороне, у тех правый направляющий. Тем временем поисковая операция продолжается. Ежедневно в окрестностях селения работает более 70 человек, вездеходы и беспилотники. Несмотря на обилие высокотехнологичных аппаратов, поиск в основном идет простым и проверенным способом – прочесыванием леса. Местность относится к местностям Южной Якутии. Очень густая растительность, даже считает ту же траву намного гуще, чем в Центральной Якутии. Лес тоже, лесная зона, лесной массив тоже намного гуще, кустарниковые поросли, так что поиск вертолетами и беспилотными летательными аппаратами очень низкий результат, можно сказать, дает. Спасатели, волонтеры и бойцы ОМОН квадрат за квадратом прочесывают окрестные леса, просеки и болота. Везде очень густая зеленка, и обходить завалы и топи нельзя. Именно там и может оказаться ребенок. 3 дня без каких-либо зацепок спасатели упорно ищут Карину. Право идут. Утром в четверг в поселок вернулся щенок, который пропал вместе с Кариной, истощенный и замерзший. Для большинства это стало знаком того, что девочка погибла, и собака, побыв у тела хозяйки, вернулась домой. Но кинологи службы спасения и МВД пошли наперекор всем правилам и рекомендациям. И по запаху щенка, обращать внимание на который отучает всех поисковых собак, пытаются взять след. Должен быть взять, попробовать запах отсюда и найти направление. Так попробуем в округе сейчас. К сожалению, ни Петра, овчарка службы спасения, ни Стелс, поисковый пес МВД, не смогли взять след. И с каждой ночью, проведенной девочкой без собаки, надежда на благополучный исход гасла. Var bu oldaki. Oldaki var. O doktor tarham. Bu da ne bitcan? Bu var bu bulana доктор выказывает. Ага. Выказывает он там олдикам. Но на 11-й день еще одна серьезная зацепка. В 6 километрах от поселка найдены следы Карины. Их пристально изучают криминалисты и спасатели. Сантиметров 16 получается у нас. Сейчас 16 сантиметров получается по длине. 16 сантиметров.
Вот фрагмент, ну, похоже на след правой ноги. Четкие отпечатки ног обнаружены на болоте, у речки и под мостом в 6 километрах от селения Олом. Видно, что Карина идет босиком в одних колготках и ищет где помягче, идет по грязи и траве. Найденные следы значительно подняли боевой дух волонтеров, которые уже начали терять надежду. Поиски продолжаются с новыми силами. В 12-й день поисков было решено проверить поля и болота в районе, где были найдены следы. Поиски очень сложные. Высокая трава и кочки могут спрятать ребенка. Поисковая партия чешет местность с интервалом в 5 метров. И уже через пару часов крик волонтера Артема Борисова из поселка Кетчи завершил поисковую операцию. Воды, воды, воды! Воды, воды! Сейчас принесу воды! Карина сидела без движения между двумя высокими кочками. Дети через некоторое время начинают прятаться от спасателей. Если бы партия буквально не наступила на пропавшую, прошла чуть в стороне, Карину могли не обнаружить. Карина, привет, короче. Привет, Кариночка. Кариночка. Воды не надо. Чаю дайте. Чай. Вот что вам сын. О, молодец. Молодец, Кариночка. Мама, папа, Карина. Мама, папа, Девочка очень исхудала. Вес, по ощущениям, едва ли с 10 кило. Но сознание ясное, память не нарушена. Реакция на разговоры и вопросы чистая. Спасатели эвакуируют Карину домой. Чай берег, чай берег. Чай берег. Мама, бар. В селении Олом ребенка уже ждут врачи. Несмотря на крайнюю степень истощения и 12 дней в лесу, среди гнуса и постоянного риска переохлаждения, состояние ребенка оценивается как стабильное. Очень хорошо, у него память сохраненная, разговаривает. Да, она разговаривает, все понимает, говорит, то это хочу. Я всю дорогу разговаривал с ней всю дорогу. И все. Ты прям умничка, смелая девочка. Состояние стабильное, сердцебиение в норме, пульс учащен. Истощение организма. На вертолете Карину отправляют в Алёкминскую районную больницу для предварительного обследования. Даже глядя на улетающий вертолет, дедушка Карины не может поверить в благополучный исход поисковой операции. Успех поиска – это труд 70 людей, откликнувшихся на призыв о беде. Спасателей службы спасения Якутии, бойцов столичного ОМОН, пожарных и волонтеров из Алёкминска, поселков Кетчи, первый и второй Нерюктяй, Каландаришвили и Абага. Ну, весь успех работы в том, что очень много людей откликнулось из местного населения. И частое прочесывание. Квадрат за квадратом, квадрат за квадратом. И благодарность от службы спасения всем тем людям, кто пришли с поселков Кетчи, местному населению с поселков Абага, Кыллах, ну и самого Алёкминска. Мама с дочкой тогда полетела, там уже встретить. Тут уже не может. Тем же вечером Карина с мамой отправляются в Якутск, в Центр материнства и детства. Сейчас девочка уже переведена из реанимации в гастроэнтерологическое отделение. Причем, как отмечают медики, никаких последствий долгого блуждания в лесу не будет. Девочка полностью восстановится. Ничего не угрожает. Будет находиться у нас в отделении по динамическим наблюдениям. А вот как вот ее сейчас восстановление идет? Как она получает пищу? Уже она может сама кушать? Да, у нас для этого специально есть диетический стол. Питается она дробно, понемногу. С
с целью профилактики развития осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Ребенок полностью восстановится, и в будущем я не думаю, что у него будут какие-то проблемы. Алекминское чудо для всех участников поиска, как профессионалов, так и волонтеров, надолго станет стимулом для поиска до конца. Случай, произошедший в глухом селении Алом, дает надежду всем. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск, Алекминский район.